Министр экономического развития Максим Решетников предложил изменить порядок введения предельных розничных цен на социально значимые продукты. Теперь воспользоваться этим механизмом правительство сможет, если цена на важнейшие продукты питания в течение 30 дней хотя бы в одном регионе увеличилась на 10% и более, но без учета сезонных колебаний. Сейчас по действующим правилам вмешиваться в ценообразование чиновники могут только если какой-то из социально значимых продуктов за последние 30 дней подорожал минимум на 30%. Перечень утвержден постановлением правительства и включает 24 позиции, в том числе молоко, сахар, подсолнечное масло, пшеничную муку, хлеб и другие. Предельные розничные цены устанавливаются на 90 дней по инициативе Минэкономразвития, которая каждую неделю отслеживает стоимость продуктов в рознице. Минстрой внес в правительство предложение по организации упрощенного въезда трудовых мигрантов для работы на стройплощадках. Ввозить иностранцев в страну предлагается организованными группами. Организации, которые делали заявку на мигрантов, обязаны будут их разместить, оформить и обеспечить справками об отсутствии коронавируса. Данную меру в ведомстве считают необходимой, поскольку на стройках страны ощущается острая нехватка кадров. Так, к началу декабря о потребности в иностранных работников заявили 50 регионов страны. В целом она оценивается в 190 тысяч человек. При этом россияне не идут в данную отрасль, даже несмотря на то, что за последние месяцы зарплаты в ней выросли с 50 до 80-90 тысяч рублей. Инициатива Минстроя по упрощенному въезду трудовых мигрантов уже согласована с Минтрудом, МВД и Роспотребнадзором. В правительстве полагают, что из-за пандемии коронавируса российский рынок труда лишился до 1,5 миллиона работников. Депутаты Госдумы рассмотрят сразу два законопроекта, предлагающих вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам. До 2016 года ежегодная индексация пенсий касалась всех пенсионеров, вне зависимости от того, ушли они на заслуженный отдых или продолжают работать. Но в связи с дефицитом федерального бюджета в 2015 году индексацию пенсий работающим пенсионерам отменили. Работающие пенсионеры стали получать лишь небольшую надбавку, которая полагается им ежегодно с 1 августа. Но это всего лишь 200-300 рублей к пенсии. Авторы инициативы отмечают, что отсутствие индексации пенсий является несправедливым по отношению к работающим пенсионерам, поскольку в ходе осуществления своей трудовой деятельности они рассчитывали на будущую выплату им страховой пенсии, исправно уплачивая соответствующие страховые взносы. Однако на индексацию потребуются дополнительные средства. По подсчетам сенаторов, восстановление индексации страховых пенсий работающим пенсионерам увеличит расходы пенсионного фонда в 2020 году на 368,5 миллиардов рублей, в 2021 году на 426 миллиарда и в 2020 на 524 миллиарда рублей. Открыть наследственное дело, заверить перевод, получить исполнительную надпись по взысканию задолженности у нотариуса можно будет онлайн. Соответствующий проект постановления правительства подготовила Минэкономразвития. Согласно документу, эти и многие другие нотариально значимые действия граждане и организации смогут совершить через портал госуслуг уже в первой половине 2021 года. Единственный нюанс – для этого им потребуется электронная подпись. Эксперты в целом одобрительно отозвались о нововведении, но предостерегли, что оно может спровоцировать мошенничество. Правительство России продлило действие программ субсидирования авиакомпаний и аэропортов для их поддержки в условиях распространения коронавируса. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. Глава Кабмина подчеркнул, что теперь авиаперевозчики смогут рассчитывать на частичную компенсацию потерь за период с августа по ноябрь. При этом ставка для расчета субсидий за каждого неперевезенного пассажира будет увеличена. Повышающий коэффициент будет применяться для дальневосточных перевозчиков. Кроме того, правительство дополнительно выделит около 2 миллиардов рублей на обновление инфраструктуры региональных аэропортов. По словам российского премьера, это позволит ускорить реализацию проектов в рамках госпрограммы развития транспортной системы.